Говорили, перестань танцевать, лучше займись учебой. Я люблю трудиться. Абхазские танцы – это идет традиции, безусловно, какие-то правила, какая-то гордость за спиной должна быть, безусловно. Все-таки это другое. Рожденный в начале 70-х годов прошлого столетия, брейк-данс, как часть хип-хоп культуры Америки, в Абхазию пришел лишь в 2009-м. Первую абхазскую команду в этом виде танца под названием Апсне Крю, а год спустя и первую школу брейка, создают трое парней – Джамал Тачуля, Константин Лазариди и Адгур Саманба. Официально на самом деле в 2009 году 3 человека. И вообще Творчельский, Костя Лазариди был Сухумский, а Адгур был Саманба Гудовский. Вот, собрали и решили создать команду Апсне Крю. Команда Абхазия. Для нас это было гордо, как-то тоже звучало там за пределами. И это нам давало толчок. Как-то мы понимали, что за спиной у нас Абхазия, все такое. И многие там знают, да, и нам это дух поднимало как-то. И мы понимали, а какую ответственность мы несем. В 2010 году, 15 сентября, официально школу открыли. Школа брейкданса. В истории Абхазии, кстати говоря, могу сказать. Официально первая единственная школа. Главное, что ценит в брейкдансе Джамал Тачуля – это свобода. Хип-хоп свободен от рамок, стереотипов и позволяет вносить в танец собственное видение и движение, говорит танцор. Ломаный танец. Я нахожусь наверху, иду, скажем, я могу оказаться, скажем, внизу. Какое-то движение свободное. Просто иду, сделал движение, оп, оп, и пошел. То есть здесь нету такого, чтобы это неправильно, это не так. Я ощущаю свободу. Для меня это свободный танец. Так и есть на самом деле. И меня это вдохновляет, и у меня развивается движение внутри. То есть я могу придумать какое-то движение сам. Танцоры встречаются из разных городов, стран, культуры, вообще абсолютно все разное. И когда ты стоишь напротив человека, который совершенно по-другому воспитан, совершенно по-другому у него построен танец, ты смотришь на него, он смотрит на тебя, вы друг друга не понимаете, но вы от друг друга берете какие-то новые фишки, добавляете. То же самое, когда встречаетесь с человеком, который меньше тебя ходит, у него меньше опыта, он там чуть-чуть хуже тебя танцует. У меня были случаи, когда я у них учился. Один из учеников Джамала Тачуля, Владимир Дахнадзе, обладатель наград уже многих фестивалей брейка, мечтает попасть на мировые соревнования формата ТОП-16. Есть такой чемпионат номер 1 в мире, Red Bull BC One, ТОП-16 лучших танцоров мира. Я очень хочу туда попасть и быть зрителем, и быть участником этого чемпионата. Брейк помогает двигаться не только на танцполе, но и по жизни, преодолевать трудности, трансформировать в движение отрицательные эмоции. Танец, как сказать, мне дает спокойствие. Если даже человек на меня агрессивно подходит, там, скажем, да, я могу благодаря этого танца, я могу так спокойно так ему ответить, понимаете, донести до него, что нельзя тратить, нельзя гнев показывать, просто оглянись, посмотри просто и успокоиться, скажем, понять, почему ты именно вот гнев показываешь, когда можно, скажем, да, тихо, спокойно поговорить. Мы можем каждый себя характер показать, но характер разный бывает, там, покажи характер вот в танце. Должен иметь какую-то определенную форму. Нельзя просто вот так ходить, как мармеладки, знаете, нельзя. Надо четко, если вы сделали шаг в сторону, тоже шаг в сторону. Особенно тебе сейчас говорю, что ты другой сделал. Ясно? Думайте над каждым своим движением, над каждой своей формой. Потому что все, что вы делаете, должно быть красиво. Я же вам говорила, в любой момент я остановлю музыку, вы должны замереть, я должна вас сфотографировать, чтобы это было красиво. Понимаете? В школу брейкданса принимают детей с 5 лет, а самым взрослым здесь уже за 20. Мадина Кутелия стала заниматься брейкдансом 12 лет назад. Одна из первых выпускниц танцевальной школы, сегодня девушка уже сама педагог и ставит свои танцевальные номера.
Только взаимодействуя с миром можно развиваться, уверена Мадина. Мое развитие танцевальное пошло только тогда, когда я начала выезжать. И только потом я поняла, что вот ты выезжаешь, ты видишь все, что происходит вокруг тебя, а это уже другое. Это не то место, не те люди. Это совершенно новые элементы, новый взгляд. Это очень важно в любом творчестве. Это прибавляет работоспособность, и ты с новыми силами берешься за то, что у тебя не получалось, допустим, раньше, и у тебя это получается. Практика так показала, и мы поэтому решили, что будем часто это делать. Мы все время все обсуждаем, мы постоянно разговариваем, и самое главное, мне кажется, это то, что помимо танцев мы умеем общаться с детьми, то есть мы можем общаться, мы можем просто выйти, не танцевать, просто сесть на лавочке и долго говорить. Мы даже вот ездим, когда во всякие поездки, мы очень много разговариваем, и это открывает детей к нам, то есть они чувствуют себя комфортно. Некоторые даже могут доверять какие-то свои секреты. До пандемии коронавируса в Сухуми состоялось несколько открытых чемпионатов по брейкдансу, нередко с участием известных мастеров международного класса. В мечтах Джамала Тачулия не только возродить первенство, но и организовать в Абхазии чемпионат мира по брейку и даже пригласить сюда основателя этого танца. Мы хотим пригласить основателя брейкданса. Ему 65 лет. Это человек, который создал эти движения. Шторм его. Понимаете, этот человек, это легенда. Чемпионат мира можно сделать по брейкдансу. В планах есть развивать эту культуру. Я уверен, что у нас все получится. Есть друзья, есть знакомые. Просто нужны финансы, конечно. Немаловажно, что Джамал Тачулия 5 лет профессионально занимался абхазскими национальными танцами. Как хореограф он хочет создать уникальный номер, настоящий симбиоз абхазского танца и брейка. В успехе эксперимента танцор уверен. Это можно сделать, совместить такое. Можно музыкально поменять биты. Есть, над этим тоже я думаю. Это, я считаю, что будет очень красиво, музыкально. На моем выпускном я договорился с мальчиком, он умел абхазский танец танцевать, а я умел брейкданс. Слушай, я говорю, давай мы вставим в меню, вот из всего, что у нас концерт будет, наш как бы баттл между, у тебя будет раунд абхазских, у меня будет раунд брейкданса. Как и для Джамала Тачулия, для Мадины Кутеля абхазский танец – основа основ. Им она начала профессионально заниматься позже брейкданса, но народный танец всегда был в крови, говорит девушка. Танцевать я люблю с детства, и вы знаете, есть такой момент, что если бы вдруг в детстве у меня получилось бы пойти именно на абхазские танцы, я бы пошла по этой тропе, скорее всего. Я хожу по дому даже сейчас и могу там махать руками, там ножками потопывать, восьмушками ходить. Мне это нравилось. В принципе, я человек-танцор по жизни. Я люблю танцевать и брейк, и абхазские. Национальное никогда не уйдет на второй план, потому что пока мы есть, пока мы живы, национальное будет жить внутри нас. Наверное, даже я наглядный пример тому, потому что, занимаясь 12 лет уличным танцем, я пришла танцевать Кавказ. И ни разу не пожалела ни о тех танцах, и не о том, что я пришла танцевать совершенно новое для меня. Сегодня Апсне Крю стала не просто первой абхазской командой брейкданса, но и живой историей абхазского танца свободы. Танца, в котором столь же много от того самого афроамериканского и пуэрториканского ритма улиц Бронкса, сколь и от истинно абхазского, зажигательного и будоражащего кровь ритма гор, моря и солнца.